Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кому вы разбили сердце? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Просто на себя загадайте. Задайте вопрос от своего имени вслух, либо про себя. Так спросите, кому я разбила сердце? Кто из-за меня разбил свое сердце? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют мне то, что сейчас не скрыто. Ух ты, человек без головы. Мало того, что сердце разбили, так еще и голову снесли. Мои хорошие, отсыпка у нас общая. Здесь несколько персонажей. Вот. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Прям смешно. Я смотрю и диву даюсь. Человек стоит на одном колене с разбитым сердцем и без головы. Здесь не просто разбили сердце, мозг взорвали. Человек потерял из-за вас голову. Кому-то вы, девочки, очень-очень нравитесь. Кто-то очень-очень сильно в вас влюблен. А вы на этого человека совершенно не обращаете внимания. Он уже и так, и сяк. И к вам прям в ноги кланяется. И брови поднимает, и намекает. И кого-то вот просил, чтобы словечко замолвили, поучаствовали, да, чтобы вас добиться. А вы все... Вот нет, не пойду, вот нет, не хочу, вот нет, ты мне не нужен. Вы разные, да, смотрите, у одних отыграется, что это мужчина, который уже упустил свой шанс, мужчина, который, может быть, вас обидел, да, в свое время он вел себя надменно, проказничал, не выявлял серьезных намерений, да, и вы от него отказались, вы его бросили. И тогда, когда он вас потерял, вдруг он осознал, что, блин, а как же я буду без нее? Я же ее люблю, мне же только с ней было хорошо, да? И тут и крышу снесло, и сердце вдребезги, и он уже не знает, как вас вернуть. Постоянно за вами ходит, по пятам вас преследует и не может вас вернуть. Но у других отыграется поклонник, который вам неприятен, не симпатичен. Вы не видите с ним будущего, да? Нет родства, нет близости, флюиды не впечатляют. И вы не хотите просто с этим мужчиной, а он из-за вас теряет голову, из-за вас разбивает свое сердце, из-за вас страдает. Понятно, что насильно мил не будешь. И если не по сердцу, то зачем? Да, зачем? А человек никак этого понять не может. Здесь я хочу вас предупредить. Этот мужчина, он в отчаянии. Он почему-то смотрит на куриную лапку. Куриные лапки – это все-таки про магию, да? Если этот человек не может вас добиться естественным, нормальным путем, логичным путем, то от отчаяния он может даже прибегнуть к магии. То есть мужчина может пойти к специалисту, к магу, к эзотерику с целью вас приворожить, с целью вас к себе намертво привязать. Почему он прям так уверен, что вы дама его сердца, и если не с вами, то ни с кем он счастливым не будет. Здесь вы должны держать руку на пульсе. Обязательно делайте на себя защиту. Обязательно носите с собой молитву. И от мужиков ничего не берите. Не берите ни конфет, ни цветов, даже деньги не берите, ничего не берите. Потому что могут сделать приворот на вас, и потом не успеете, как говорится, и оглянуться, и будете привязаны к этому мужчине. Здесь идет именно какая-то насильственное воздействие, да, он хочет этого, он настолько вас хочет, что он потерял здравый смысл, как голову потерял этот мужчина. Это может быть опасно. И опасно, и неприятно, и с очень плохими последствиями, девчонки. Потому что привороженные,
они несчастливые. И если кого-то приворожить, то счастья не будет. Наоборот, все только ухудшится. Либо это будут какие-то сплошные муки. Здесь мужчина в отчаянии именно выходит. В отчаянии из-за вас. Из-за того, что вы его не хотите. Из-за того, что вы не хотите с ним. И он уже не знает, что ему сделать. Если честно, мне его не жаль. Потому что настоящая любовь, она жертвенная. То есть если ты кого-то любишь по-настоящему, то тебе хочется, чтобы этот человек был счастлив даже ценой твоего несчастья. Да? Это если по-настоящему любить. А если вот так, как этот мужчина, ну здесь эгоизм, я не знаю, там в квадрате, в кубе, в какой-то n степени эгоизм идет, просматривается. Так нельзя. Это плохо, это опасно и ни к чему хорошему не ведет. Да, потерял голову, да, разбил сердце. Но зачем же ты вот такими глупыми путями пытаешься добиться женщины? Мужик способен на все, если честно. В сегодняшнем дне, в том состоянии, в котором я его вижу, он способен на все. Головы нет. Есть только тело, да, есть только желание вами обладать. Даже может быть в какой-то момент опасным этот человек. Я вас предупредила, береженого Бог бережет, а вы уж там сами меры принимайте и не игнорируйте это, да, либо не шутите с такими вещами. Дальше, мои милые, женщине вы разбили сердце. Сердце у нее маленькое, черное, ну, какое ни есть, да, вы все равно его разбили. Здесь женщина за голову берется и за вас прям рыдает, навзрыд рыдает. Она вам завидует, она хотела бы быть как вы, но не может, понимаете? Не может. Знаете, рожденная ползать, летать не может. Вот это про нее. Она на вас смотрит и постоянно себя с вами сравнивает. Ей хочется быть как вы. Она в глубине души уверена, что она лучше, чем вы. Но нет признания, нет такого отношения, как к вам. Да? Вот люди к ней так хорошо не относятся, как к вам. Опять же, она что-то делать не может так хорошо, как вы. Хоть она вас там и копирует, хоть она вас и пародирует, но она не вы, и вами никогда не станет. У нее постоянные какие-то там бока, промахи, неудачи, и это ее просто сокрушает. Сокрушает, она тут сидит, рыдает, переживает, руки себе заламывает и сердце свое разбило. У кого-то отыграется, что она ваша соперница, у кого-то отыграется, что она ваша конкурентка. Ну, женщина с очень трагичной и глупой, абсурдной судьбой. То есть у человека от рождения было все, и даже больше, чем у других, но она это все просрала, извините за слово. И теперь находит себя в том, что она вам завидует и разбивает свое сердце, потому что она не вы, и вами никогда не станет. Вижу, что эту женщину ничего хорошего не ждет. И этот год, он для нее как маркер. До конца года вершится ее судьба. Я не хочу никому ничего пророчить, но вот вижу, что там как бы фатал идет. Фатал. Грубо говоря, вам эту женщину еще нужно потерпеть. Ну, сколько тут осталось, да? Начало октября. Ну, грубо говоря, 3 месяца, да, еще потерпите, и все. И все решится. Может быть, раньше решится у кого-то. Ну, маркер. Вот четко поставлен маркер, и все станет на свои места. Ничего хорошего, судя по моей отсыпке, ее не ждет. Вы ни в чем не виноваты. Это она к вам пристала. Это она вас увидела, конкурентку, либо соперницу. Это ее рук дело. И по вот этим грязным своим рукам она получит. И вот эти глаза ее, которые постоянно вот за вами наблюдают так жадно, да, все с вас слизывают, копируют, они у нее закроются. Закроются, я это вижу. Ну, каждому свое, пусть будет, как по судьбе идет. Конечно, у кого-то идет напряжение, у кого-то идет противостояние, но поверьте, она и следа вашего не стоит. Даже следа, понимаете, волосинки вашей не стоит. Абсолютно никчемное существо, никчемная жизнь и такой же никчемный конец ее ждет. Вот, все, что я могу про нее сказать. Очень жаль, что люди так глупо и абсурдно тратят свою жизнь, да, проживают вот ее. Фу, просто, знаете, аж противно стало. Хороший человек, хорошее получит, плохой, ну, тоже и получит, да, плохое.
Дальше, мои хорошие, кому вы разбили сердце? Но здесь кто-то из родственников. Кто-то из родственников, с кем вы сейчас не общаетесь, либо мало общаетесь. Опять же, вы все разные. У кого-то мог быть конфликт, и после этого конфликта вы перестали общаться, поддерживать связь. У кого-то может быть возвращение долга, да, когда к вам плохо относились, когда вы были там молодая, маленькая, вот, и вы теперь, вырвавшись, грубо говоря, на свободу, решили той же монетой отплатить. А человек на склоне лет вдруг стал осознавать, что да, вот зря я так поступала. И человек хотел бы все наверстать, либо, может быть, как-то с вами поговорить, помириться, но вы недоступны. Обычно такие вещи бывают, когда, например, да, вот банальный пример, вы рассорились там со своей мамой и давно не видитесь, либо вы рассорились, даже не рассорились, просто игнорируете своего отца, который никак не принимал участия в вашей жизни, когда был вам нужен. А теперь он на склоне лет пытается с вами связаться, пытается хоть немножечко, да, с вами вместе побыть, а вы такая: а ты мне уже не нужен, да, ты мне уже не нужен, я уже не хочу. Раньше я тебя ждала, раньше я хотела, чтобы в моей жизни был отец, а теперь мне уже это ни к чему. И также, девчонки, может быть даже какой-то другой родственник, с кем вот вы именно поссорились и не поддерживаете связь. Здесь человек разбил сердце даже не из-за вас, а из-за своей, грубо говоря, глупости. Сердце болит, потому что важное время упущено, потому что такие фатальные ошибки допущены. И вы не даете возможности оправдаться, либо исправить. Вот поэтому и сердце разбито. Дальше, мои хорошие. Здесь мне показывают пару. Мужчина и женщина. В принципе, они неплохая пара. И они друг другу по судьбе. Но вы здесь как часть треугольника. Хотя я вижу, что вы не смотрите на эту пару и вообще на мужчину не обращаете внимания. Это какой-то женатый мужчина, мужчина, который вроде и неплохо живет, семья у него хорошая, спокойно, вот знаете, как-то дружно они живут. Но то ли любви между ними нет, то ли страсти уже поутихли. То есть, может быть, они и женились как-то спонтанно, может быть, женщина забеременела, может быть, там родители настояли. И вот мужчина этот как будто бы любви не знал. Но когда он вас увидел, он эту любовь почувствовал. Но ему сердце разрывает то, что у него нет повода, нет причины, чтобы оставить свою жену. И опять же, вот как он к вам подойдет, что он вам скажет, что я вот женат, у меня там дети есть, но я тебя люблю, я не могу развестись, но я тебя хочу, да, давай любовницей моей стань. То есть у него от этого сердце разрывается, от безвыходности. Он понимает, что он не может развестись, и он понимает, что он к вам даже не может подойти, чтобы сказать вам о своих чувствах. Эта пара семейная, они где-то рядом с вами находятся, либо живут рядом с вами, либо вы в общем кругу знакомых общаетесь. А может быть, этот мужчина, он женат на вашей родственнице, и периодически за семейным столом вы встречаетесь. Вот этого мужчину искренне жаль. Здесь брак мне идет вообще как ошибка судьбы. То есть этого не должно было быть. Там по какой-то накладке, по стечению обстоятельств эти люди поженились. И, грубо говоря, мужчина в жизни настоящей любви не знал. Только, получается, к вам любовь, но она безответная, да? То есть, по идее, он все равно настоящей любви в жизни не познал и уже не познает. Он так и проживет всю жизнь с этой женщиной, с женой своей. Да, они живут неплохо, спокойно, дружно, но без любви, понимаете, с холодным сердцем. По привычке же будут жить. Вроде как посмотришь, хорошая семья, все ровно гладко. Но люди несчастные, потому что любви нет, искры нет между ними. Вижу, что этот мужчина не осмелится вам сказать о своих чувствах, будет вас любить молча, тихо, со стороны. Но вы этого мужчину можете узнать, либо понять, о ком я говорю. У него всегда грустный взгляд, такой несчастный, грустный взгляд. Вроде он и улыбается, и шутит, но глаза невероятно грустные, такие потухшие, в нем как жизни нет, искры нет. Вот. И вы с этим мужчиной как-то периодически, либо даже часто встречаетесь, вы его видите. Потому что он ищет встречи с вами, потому что он старается вам на глаза попасться, да, лишний раз вас увидеть. Вы для него как свет в оконце, вы для него вот такой теплый луч, который его
Ну и согревает, и мотивирует жить дальше, да, засыпать и просыпаться, потому что вас может увидеть. Очень грустно, очень больно, что в жизни такие вот моменты бывают, когда люди необдуманно вступают в брак, либо слушают волю родителей, живут так всю жизнь без любви и не в силах этого поменять, ну, в силу воспитания, либо давления родственников. Видите как? Несчастный человек, любовь к вам немножечко его радует. Дальше, мои хорошие, а здесь показывают человека, который вам сердце разбил. Вроде и время прошло, и раны подзатянулись, а все равно иногда этот человек вам снится. Либо, может быть, вы где-то его видите, встречаете, даже на просторах интернета могли бы увидеть. А здесь вы уже у меня как жертва с разбитым сердцем. И я вам так скажу, мои девочки, тот, кто разбил вам сердце, он на самом деле вас от большой беды отвел. Если бы вы с этим человеком остались и были бы парой, то жизнь ваша бы совершенно по-другому случилась, сложилась, и там много-много бы было болезненных моментов, и вот какая-то бы беда бы жизнь вашу прервала. То, что этот мужчина ушел, он не по своей воле ушел, он не по своей воле вам сердце разбил. Даже если он ушел к другой женщине, это все было не по своей воле. Здесь высшие силы и духи вашего рода этого мужчину санными тряпками гнали, выпихивали, выдавливали, выщимливали из вашей жизни, чтобы он вам жизнь не оборвал, чтобы он вас до беды не довел. Это сложно понять и сложно в это поверить, но именно такую информацию показывают. То, что он разбил вам сердце, считайте, что вы отделались легким испугом по сравнению с тем, что если бы он остался, вот до чего бы он вас довел, либо что бы могло с вами произойти из-за него, либо его руками. Слабое, конечно, утешение, я понимаю, но с другой стороны, придет время, и вам что-то откроется. Откроется то, что я сейчас не вижу, то, что не открывается вот прям на отсыпке. Может быть, вы не готовы, может быть, нужно еще немножко подождать. Но вы все поймете, вы все узнаете и все поймете. То, что он разбил вам сердце, это благо по сравнению с тем, что могло бы случиться с вами в вашей жизни. Здесь именно духи вашего рода и высшие силы постарались и отвели от вас действительно очень большую беду, назовем это так. Еще, мои хорошие, здесь в венце вас показали в сиянии. Это очень крутой знак. Знак того, что вы невероятно привлекательная женщина и обладаете редким сексуальным магнетизмом. Вы очень многим нравитесь, и многих вы с ума свели. Это было, это есть, и это еще будет. Хотите вы того, не хотите, но вы такая. Вы яркая, вы жгучая, вы привлекательная, невероятно привлекательная. И есть у вас какая-то изюминка, которую вы почему-то не подчеркиваете. А она вам прям совсем к лицу. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.